Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главном. Новые решения и реализация поручений президента. Социально-экономическое развитие Дальнего Востока обсудили с премьером Михаилом Мишустиным. 6 новых островов теперь позволяют отпускать все виды топлива. В Хандыге модернизируют автозаправку. Творческие экзамены в дистанционном формате. Колледж культуры и искусств продолжает набор в новый учебный год. Глава Якутии Айсен Николаев озвучил идею о создании на Дальнем Востоке цифровой территории опережающего развития. Такое предложение от руководителя республики прозвучало в ходе заседания под руководством премьера России Михаила Мишустина в Благовещенске. По словам Айсена Николаева, создание цифрового ТОР позволит обеспечить большое количество новых рабочих мест для жителей региона. Миллиарды рублей направлены на Якутия сегодня является столицей IT-отрасли Дальнего Востока. 80% экспорта услуг IT с Дальнего Востока это сегодня Якутия. Для многих это удивительно, но это так. Мы создали уже 1500 рабочих мест. Наша задача к 2024 году создать 10 тысяч рабочих мест именно в IT-отрасли. Мы понимаем, что без развития высокотехнологичных отраслей развитие дальнейшего Дальнего Востока и Якутии невозможно. Мы предлагаем рассмотреть возможность реализации дополнительных мер поддержки высокотехнологичных проектов Дальнего Востока. В том числе предлагаем такое понятие, как территория опережающего развития, цифровой ТОР. Основные цели цифрового ТОРа – это создание условий для развития высокотехнологичного бизнеса на Дальнем Востоке и фундамента для долгосрочного развития всего округа. Открытие на Дальнем Востоке офисов и R&D центров ведущих российских мировых компаний, которые ведут бизнес в этой сфере, ну и создание новых высокооплачиваемых рабочих мест. Тем временем увеличено число субсидируемых авиарейсов на Дальнем Востоке. В дополнительный перечень вошли 42 маршрута. Приоритетное право на субсидии имеют компании, которые используют современные российские самолеты, и перевозчики, чьи маршруты софинансируются регионами. По словам министра страны по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова, региональным авиаперевозкам уделяется особое внимание. Это то, без чего Дальний Восток не может развиваться экономически, без чего нельзя говорить об улучшении социального самочувствия населения, отметил он. Таким образом, правительством России были выделены средства резервного фонда, и сейчас внесены изменения в правила предоставления субсидий для расширения маршрутной сети, пояснил Александр Козлов. Саханефтегазсбыт модернизирует автозаправку в поселке Хандыга. На АЗС номер 24 установлены новые топливно-раздаточные колонки. 6 новых островов позволяют отпускать все виды автомобильного топлива, включая дизельное. Отметим, что в компании ведут постепенное техническое перевооружение на заправочных станциях. Выполняются работы по благоустройству прилегающих территорий. Изменения касаются и устаревших топливно-распределительных колонок. Старые бензоколонки заменяют на новые, оснащенные терминалами самообслуживания. Впервые количество новых случаев коронавируса, выявленных за сутки в районах Якутии, превысило данные по столице региона. Об этом сообщила заместитель руководителя регионального оперштаба Ольга Балапкина. Так, 47 заболевших COVID-19 зафиксировали всего по республике, из них 22 случая в Якутске. Особое внимание оперштаб сейчас уделяет вопросу организации и проведению Дня знаний в Якутии. Те населенные пункты, в которых, значит, у нас нет зафиксированных случаев коронавируса, которые являются отдаленными населенными пунктами, их, соответственно, ждет и необходимо провести традиционное 1 сентября с участием, значит, всех школьников. Те населенных пунктов, в которых непосредственно у нас есть зарегистрированные случаи коронавирусной инфекции, независимо от того, и имеются случаи, которые проявляются в настоящий момент. Рекомендовано с Министерством образования республики провести отдельно линейки по классам 1 и 11 классов. Перед социальной сферой поставлена прежде всего задача именно перед Министерством здравоохранения республики для того, чтобы эти линейки прошли, значит, достаточно четко с соблюдением всех санитарных норм.
Сберкампус стартовал в столице региона. Базой проведения интенсивного курса по IT-технологиям стал детский кванториум, расположенный в здании Дворца детского творчества. В этом году педагоги учреждения стали обладателями гранта от Сбербанка на право проведения образовательного интенсива. В течение 11 дней школьники от 12 до 18 лет изучат цифровые, IT и нанотехнологии, пройдут курс виртуальной и дополненной реальности и в итоге создадут свои проекты. Отметим, что на территории региона обладателями на право проведения образовательного интенсива стали только 2 образовательных учреждения. Это Дворец детского творчества в Якутске и Аймиконская средняя школа. Сберкампус – это вообще живая проекция виртуального мира. Мы сейчас работаем все в дистанционном формате, в онлайн-формате, и из-за этого дети проявляют, им сейчас сложно переходить сразу в онлайн-формат. И поэтому для того, чтобы их как-то подготовить к Новому году, к новому учебному году, так как в любом случае в следующем учебном году будет по большей части тоже дистанционный формат IT. Поэтому, чтобы это не было для них сложно, мы проводим вот сейчас перед началом учебного года такие курсы. И работаем мы по образовательным трекам, называется «Виртуальный мир», называется «Инженерные системы» и по картографии и урбанистике. Противостояние светлого и темного, своего и чужого. Выставка «Победа. Новый эпос» открылась в Якутске. В здании Комдрагмета экспозицию посвятили 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В выставочном зале представлены не только картины современников и художников прошлого века, но и косторезные скульптуры и композиции из металла. 100 полотен доступны для ценителей культуры по предварительной записи ввиду пандемии. Одновременно посетить выставку смогут не более 10 человек с соблюдением всех норм безопасности. Мы сталкиваем 2 важные темы. Это тема Великой Отечественной войны, победы нашей общей, и темы глубоко национальной, это эпос Аланхо. И как вы видите, на этой выставке представлены произведения, посвященные 2 этим темам. И мы выявляем общие мотивы в этих, вроде бы на первый взгляд, абсолютно диаметрально противоположных разных произведениях. Почти 600 заявок на поступление от абитуриентов приняли в Якутском колледже культуры и искусства. Сдача экзаменов продолжается и сегодня. Главное отличие приемной кампании этого года – из-за пандемии абитуриенты вынуждены проходить вступительные испытания дистанционно. К примеру, для творческого конкурса молодые люди свой талант сняли на мобильные устройства и отправили комиссии через мессенджер WhatsApp и электронную почту. Всего в этом году колледж культуры и искусства планирует набрать на бюджетные места 75 студентов, а на платную основу 30 человек. Прием документов, они начались с 20 июня. Они продлятся для тех, кого мы принимаем только по среднему баллу аттестата, то есть без вступительных творческих испытаний. Прием документов продлится до 25 августа включительно. А так для тех специальностей, в которых есть вступительные творческие испытания, они закончились 15 августа. В Мирнинском районе после пандемии вернулся к работе природный парк «Живые алмазы Якутии». Работники признаются, животные соскучились по гостям и, конечно, лакомствам, которые приносят посетители. Чтобы восполнить упущенное время, специалисты экологического центра устроили настоящий праздник своим постояльцам, рассказывает Анна Брянская. Благородный олень Петр давно не видел посетителей, и, как вы видите, нам он очень рад. Из-за пандемии парк «Живые алмазы» был закрыт, но сейчас его уже открыли. И мы приехали вместе с экологами Алроса покормить животных, потому что перед зимой нужно запасаться витаминами. Работники парка «Живые алмазы Якутии» выгружают провизию для местных обитателей. Несколько мешков капусты, ящики свежей моркови. Виталий Амбросьев осматривает овощи, проверяет, все ли свежее. Нам где-то на несколько дней как кормить будет. Там много не даем, у нас там сено дают, поэтому это как добавочная еда пойдет. Эти овощи в рамках акции «Добрая воля» привезли сотрудники экологического центра Алроса. Решили коллективом собрать деньги и купить животным подкормку. Природный парк давно не входит в ведение компании, но помогать лесным обитателям она не перестает. Также ежегодно компания выделяет 2 миллиона рублей на содержание парка. Сотрудники экологического центра собрали деньги
чтобы помочь обитателям парка «Живые алмазы Якутии». Получается, мы закупили капусту, морковь и сгущенку еще медведю. Ну и получается, вот, решили таким образом помочь. До пандемии необходимую подкормку, овощи и фрукты для животных покупали на вырученные деньги от продажи билетов в парк. Также посетители всегда были щедры на вкусности для животных. Посетители всегда приносят нам вкусности, всегда их угощают, и мы долгое время были закрыты, и они не получали как бы свои лакомства. Мы очень благодарны экологическому центру за поддержку, за такую акцию. Вот эти нам фрукты, овощи помогут долгое время как бы витаминами насладиться животным. Сегодня в живом парке насчитывается больше 10 видов особей. Это и олени, лошади, яки, кролики, различные пернатые и даже медведь. Для каждого из них суточная норма потребления витаминов разная. Например, оленю за сутки летом нужно съедать от 17 до 22 килограмм зеленого корма. А вот кроликам достаточно 200 грамм. Овощи и фрукты, которые содержат полезные элементы, жизненно необходимы животным перед зимой. Побаловать лесных жителей свежими овощами и фруктами можете и вы. Если нет возможности приехать самим в парк, провизию можно передать через экологический центр. Местным предприятиям и подразделениям тоже предлагают собраться коллективом и совместить приятное с полезным, накормить животных и побывать на природе. Анна Брянская, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». Пока зоопарки в Якутии постепенно возвращаются к работе, в одном из чешских парков встретили пополнение. Там на свет появился детеныш бегемота. Вес новорожденного составляет от 25 до 30 килограммов. Все подробности у Анастасии Дмитриевой. В сафари-парке города Двур-Кралове над Лабем на севере Чешской Республики родился бегемотик. Это редкий случай для зоосада, так как гиппопотамы обычно появляются на свет в зимние месяцы в закрытых загонах. Детеныш родился 6 августа в воде во внешнем вольере, что позволило посетителям внимательно наблюдать за процессом. Это самый маленький бегемот, которого люди когда-либо видели в зоопарке, так как смотрители обычно представляют публике животных, когда им исполняется по меньшей мере несколько месяцев. Зоопарк советует посетителям приходить понаблюдать за бегемотами вечером, когда они наиболее активны. Однако новорожденного довольно трудно обнаружить. Он все время прячется за заботливой матерью и пребывает под ее пристальным наблюдением. Зоопарк в Двур-Кралове над Лабем второй по величине в стране. Он известен своей обширной деятельностью по охране дикой природы и является крупнейшим заводчиком африканских животных в Европе. Здесь 2500 зверей. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.